Сценический эстрадный образ певца на сцене я никогда не рассматривал как способ добывания денег. Эта работа мне приносила удовлетворение, но не было материальной выгоды от моего творчества. 90-е, 2000-е годы были сложны для претворения своих идей в жизнь. И я ударился в бега, в свой долгий путь по матушке России, по нашей родине, по стране. Я писал, сочинял, рвал, выбрасывал из себя на лист тетради свое содержание, осмысление, свою сущность, суть пребывания на этой земле, преподнесенный мне Всевышним Богом в этот миг, в отрезке моего времени. 18 октября 2006 год. Салым, ЖД вокзал, по дороге в Сургут, время 13:10. Я дописал свой рассказ. А где вымысел, поймете сами. Был миф, легенда и была реальность. После того, что было уже создано на земле, на 6-й день Бог по образу и подобию себе сотворил человека. «О, человек!» — воскликнул Господь. «Живи человеческой жизнью 25 лет. Пусть тебе будет радость в удовольствии, наслаждение в любви». А после вдохнул в жизнь собаке и также нарек 25 лет жизни. «Почему так мало?» — возразил человек. «Всем поровну», — был ответ. Собака спросила: «В чем суть моей жизни?» «Ты будешь бегать и вынюхивать зверей, охранять человека и спать на голой земле». «О, мой Бог, я не хочу такой долгой жизни!» — жалобно завыла собака. «Мне хватит и 10 лет. Отдайте моему господину остаток моих дней». Так человеку перешли с собачьи 15 лет. Бог вдохнул жизнь другому существу. «Имя тебе лошадь, служи человеку, вози поклажи на спине, ослушаешься, человек станет бить тебе хворостом. И тебе нарекаю скакать по земле 25 лет». Ударила копытами о землю лошадь, заржала на всю округу. Такой жизнью жить не хватило бы и 10 лет. Отдай господину моему остаток моих дней. Так человеку перешли годы жизни лошади. Потом Бог вдохнул в жизнь другому существу. «Ты оденешь ярмо и спашешь землю. Имя тебе бык. И тебе дарую 25 лет жизни». Бык услышал Божье наречение и
покорно опустил голову. Не хочу такой долгой жизни, не хватит и 10 лет. Тут человек воскликнул: Отец Небесный, отдайте мне бычьи годы! Так человек еще умножил свои дни. Вдохнул Бог жизнь другому существу. Оказалось, существо с длинными руками, короткими кривыми ногами и бесформенным морщинистым лицом. «Какая от тебя польза человеку?» — усомнился Господь. «Живи на деревьях и питайся дикими плодами. Назову тебя обезьяной, и тебе дарует 25 лет жизни». Обезьяна покорно сложила на голове свои, похожие на человеческие, руки, и вымолвила: «О, мой Бог, не хочу такой долгой жизни, не хватит и 10 лет». «Отче, отдай мне остаток жизни обезьяны!» — воскликнул человек. Таким образом, человек продлил годы своей жизни, и это стало его судьбой. Дал Бог человеку 25 лет жизни. И не потому ли мы, люди, живы воспоминаниями о прошлом, как о лучшей поре своей юности, как о золотом времени нашей молодости, о времени полной надежды, счастья и радости, ощущения мира, а потом суровой прозы обыденной жизни заполняют наши сердца на долгие годы. Мы бегаем, носимся, добываем, достаем, пашем и сеем, потом пожинаем плоды посеянного и проклинаем свою судьбу. Падаем, встаем, вновь падаем и вновь встаем. Учимся на ошибках и набиваем синяки, и все же стремимся к лучшему, светлому, чистому. И это определяет человека от остального мира. Пусть будет счастье и удача, и пусть на все хватает сил, и каждый день обычной жизни, чтоб только радость приносил. За памятью следует забвение. Жизнь — это не прожитые дни, а время, наполненное событиями.